Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 году в Аллабахаде, Индия, в семье поэта Хриманшарая Шриставава. Со своей первой единственной женой Джаей Бахадури Амитабх познакомился в институте кинематографии в Пуне, где девушка считалась самой успешной студенткой и перспективной актрисой. А он приехал туда с группой актеров. Потом они встретились на съемках фильма. Джая вспомнила, я познакомилась с ним на съемках Гудди. Я была впечатлена им, в некоторой степени чувствовала страх, так как он был сыном Хариваншарая Баччана. А потом влюбился и Амитабх, особенно когда увидел фото девушки в одном журнале. Но друг Джаи, режиссер Раджеш Кханна, считал, что парень ее не стоит, и всячески подчеркивал свою неприязнь к Амитабху, но помогло Джая и Амитабх полюбили друг друга и решили даже отпраздновать поездкой в Лондон в 1973 году. Коммерческий успех фильма «Затянувшая расплата». Однако тут отец Амитабха в воспитании в строгих традициях, который поставил условие: хочешь ехать вместе с девушкой в Лондон, сначала женись на ней. И влюбленный юноша тут же сделал предложение, на которое его избранница мгновенно согласилась. Все было улажено в несколько дней, получено согласие семей, отпраздновано скромное торжество с небольшим числом приглашенных, последовавших за всеми этим медовым месяцем в Великобритании. Спустя 9 месяцев у Баччанов родилась дочь Шветта, а еще через 2 года сын Абхишек, который продолжил актерскую династию. Жена Амитабха Баччана прекратила сниматься в кино и полностью посвятила себя семье и детям. В это время карьера ее мужа идет в гору. Он становится все более популярен и в Болливуде, и пропадает на съемках. Во время работы над фильмом два незнакомца Амитабх встречает Рекху, одну из самых красивых актрис Индии, и между ними вспыхивает роман. Поначалу скрываясь, позже они выдают себя с головой, придя на свадьбу Риши Капура. Вместе, причем незамужняя Рекха надевает на себя украшение замужней женщины. Ситуация достигает апогея, когда Джая приглашает соперницу в гости. Они были подругами, то едва ли не с порога заявляет, что Амитабх любит ее и хочет уйти с Джаей, но Джая отвечает, что мужа своего никому не отдаст, и что ей ничего не мешает отправить напиток, который пьет гостя. Вопреки надеждам Рекхи, Баччан из семьи не уходит и не делает ее младшей женой, как обещал. Кстати, Рекха, Джая и Амитабх вместе еще снимаются в фильме «Любовная связь», где главный герой Баччана хоть и любит героиню Рекхи, но остается с героиней Джайи. Так в жизни Рекхе пришлось уступить. Это не единственный адюльтер знаменитого актера в молодости. В прессе стали известны романы Амитабха с актрисами Зинат Аман и Парвин Бабби, но и тут семья Баччанов не распалась.
Джая сохранила брак, и дети Амитаха Баччана родились и выросли в полной семье. Дети и внуки Амитаха Баччана. Старшая Шветта посвятила себя семье и детям, как ее мать, решив, что кинокарьера не для нее. Не думая, что у меня есть талант или харизма, чтобы стать звездой. Она вышла замуж за Нихила Нанду, внука знаменитого актера Раджа Капура. Родила ему 2 детей, но личная жизнь ее не сложилась, и в 2020 году Шветта вернулась к родителям, начав бракосоздание процесс. Ее дочери Навье навели прочь блестящую карьеру, ведь она рекламным бизнесом завела в США. Шветта как-то сказала: «Это я отговаривал дочь стать актрисой, думаю, что сильно на нее не давила в этом плане и вела себя эгоистично. Просто я с самого детства сталкивалась с тем, что Болливуд – сложное место, где много минусов, и построить звезды карьеру не так просто». Агастья, сын Шветты, в 2019 году окончил школу в Великобритании и собирается стать актером. Абхишек Баччан, сын Амитабха Баччана, известный актер, трехкратный обладатель за лучшую мужскую роль второго плана. Он унаследовал красоту и талант отца, на экране предстает в различных ампулах. Причем роли злодеев удаются ему едва ли не лучше, чем роли положительные. Долгое время он ухаживал за Каришмой Капур, добился согласия на брак и внезапно встретился с Айшварьей Рай, известной актрисой и красавицей, каких мало. Чувство охватило их обоих. Абхишек вспоминал позже: «Я не помню момент, когда я действительно понял, что она та единственная, что, честно говоря, странно, но я всегда что-то чувствовал. И если вы задаете ей тот же самый вопрос, она ответит вам так же». Влюбленные назначили день свадьбы, но тут случился скандал во время съемок второй части «Байкеров. Настоящие чувства». Айшварья и Ритик Рошан демонстрируют такой странный поцелуй, что возмущенные зрители консервативной Индии подают на них в суд. Джая тоже недовольна, она требует, чтобы сын расторг помолвку. Но Абхишек слишком влюблен, и свадьба состоялась. У Айшварии и Абхишека подрастет дочь Арадья, копия папы, самая маленькая в семье Баччан и самая любимая, дед не чает в ней души. Джая и Амитабх прожили вместе почти 50 лет, и у них большая, дружная и счастливая семья. Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит поддерживающая его жена. Жена Амитабха Баччана, Джая Бахадури, сделала все, чтобы ее звездный муж был счастлив и были счастливы их дети. Творческая биография Баччана: почти 300 фильмов. Мало кто из актеров столько лет сохраняет популярность, как в молодости. И в этом заслуга в том числе его жены. Амитабх это понимает и ценит. Однажды на съемках он получил травму, впал в кому, и супруга все время проводила у него в постели. Когда Амитабх пришел в себя, то увидел рядом Джаю. Тогда он сказал жене: «Если бы мне пришлось заново прожить жизнь,
я бы все равно взял в жены только тебя. Джаю и Амитабха связала судьба. Они прошли через многое, стали родителями, бабушкой и дедом и сохранили свою замечательную семью на всю жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилась статья, видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы думаете об этих двух замечательных актеров и актрисах.